жизнь равняет всех, и только смерть показывает, кто был великим человеком. Память в камне. Татарская история сквозь призму мира мертвых. Самые ранние камни начали ставить в 80-х годах 13 века. Гумилев, значит, в этом смысле сказал, что жизнь, она у людей была, в том числе в древности и Средневековье, во многом одинаковая. А вот погребальные обряды у всех были разные. Я столкнулся с таким вот мифом, когда мы в рамках Мириады татар публикуем публикации про булгар, и у нас в Дзене там много очень комментаторов, и часто там бывают комментаторы из Чувашии, они пишут: откуда вы взяли, что булгар это вообще мусульмане? Мы все знаем, булгарских памятников на территории современной Чувашии, к сожалению, очень мало. И то только в южной части, даже юго-восточной части, в соседстве с нашим Татарстаном, это бассейн Свияги. Камней с надписями на арабской графике, она пришла вместе с цивилизацией Золотой Орды. До завоевания булгара Батуханом, Золотой Ордой, не было этой традиции. Самые ранние камни начали ставить в 80-х годах 13 века. Нет ранних уже, до этого никаких камней нет, не сохранились, ничего нет. Самые ранние камни 1281 годов начинается. По мнению чувашских коллег, они хотят видеть в этих памятниках плохо сохранившихся древние какие-то иероглифы. Как бы хотят связывать это все, допустим, с очень древней историей и с историей Чуваш. Во всех древних русских городах, особенно в Суздале, много булгарской керамика встречается. В Суздале даже, рядом с Суздалем, Валерий Васильевич Седов исследовал гончарные печи, гончарные горные для обжига керамики. Это не только уже торговля, но часть булгар там постоянно проживала, можно сказать. Больше Тарханский могильник, больше Тигинский могильник, Танкеевский могильник. Ну, они все насчитывают сотни погребений. Тысячи. Да. Вот Танкеевский по последним подсчетам там чуть не 1500 только изученных. Это булгарский могильник? Около 5-6 тысяч. Еще в 4 тысячелетии до нашей, еще раньше, уже кирпич применяли, кирпичные блоки сырцовые, потом появились уже жженые кирпичи. А у нас самые ранние памятники кирпичной архитектуры появляются в домонгольское время у булгар. Камень установленный дочери татар Балтука Хаджама. Женщина, девушка по имени Хаджама, ее отца звали татар Балтук. Это Волжская Булгария, это могильные камни 13-14 веков, вот как Искандер сказал, до этого мы не знаем, они появляются с 13-14 веков. Мы были в Кавали, там, значит, опять-таки этого же времени памятник среди этих зарослей, мы его нашли, и вокруг этого памятника слева, справа, сзади имеются чувашские, на русском языке написанные, датированы середины 19 века памятники. То есть я что хочу сказать, у меня возникают вопросы, наверняка там может быть жить, раньше населенные пункты, может быть, были татары там жили, мусульмане, может быть так, после этих походов Ивана Грозного, может быть, отток татарского населения, или же они могут принадлежать и чувашам, которые оттатарились, или же там мусульманство перешли, может быть, а потом уже через какое-то время, когда крещение, эти чуваши как бы вынуждены были креститься. То есть я смотрю на это как на общее достояние и не вижу здесь, чтобы противопоставление какое-то было. В конце X века языческий просто прекращается. И причем значительная часть и погребений языческих была
перезахоронено, очевидно, по мусульманскому ряду. Потому что там огромное количество так называемых грабленных погребений. То есть выкапывали и закапывали по мусульманскому обряду? Очевидно, не исключено. Или там убирали какие-то их, как-то перемещали там умерших. Ну, в общем, такая практика существует, она во многих странах. То есть люди, принявшие ислам, хотели, чтобы их предки тоже попали в рай, а не горели в гиене огненной. Перечислил те памятники, на которых мы изучали архитектуру, памятники архитектуры домонгольского времени. Это, во-первых, естественно, Беляр, самое большое количество памятников. Когда в 1973 году мы проводили аэрофотосъемки, там зафиксированы следы, пятна от кирпичных зданий около 30, может быть, даже больше. Вот. Потом уже 20-е годы прошлого века были известны, даже раскопаны кирпичные здания Верой Гольмстен на Самарской Луке. 4 здания, представьте себе. Потом, значит, Хулаш, это Тетюшский район, Хулаш, Хулашское городище называется. Там одно здание кирпичное скрыто. Самой Чувашии, опять-таки в юго-восточной части Чувашии, в бассейне Черемшана, большая Тайба из деревни. Чувашская деревня, правда, там тоже в 50-х годах, по-моему, Смирнов, Федор Дадов изучал. В таком известном могильнике, как Большетигинский, вот ранняя часть 8-9 веков, а в X веке практически нет ни одного целого погребения. Некоторые, мы раскапывали, там несколько десятков погребений абсолютно стерильно чистые. То есть погребение, а ни одной косточки даже нет. То есть это не граблено нисколько, это просто это мусульманское население явно перезахоранивало своих предков. Экология очень сильно ухудшилась в последние годы, и те камни, которые еще в 50-е годы существовали, они просто растворяются под кислотными дождями. Их надо закрывать. От Самарской Луки и до предкамья, в районе Лаишева, например, от бассейна Свияги и до Шишмы. Вот на этой территории нет ни одного погребения язычества. И все могильники, сейчас уже больше 700 погребений, из около 60 могильников нет ни одного языческого погребения. Мавзолеи они в основном делали для правителей, также делали духовным лицам, которые знаменитым таким большим духовным деятелям ставили. Позже ставили еще и богатым купцам. Значит, еще ставили, например, в 19 веке такие мавзолеи. Это уже не совсем мавзолей, это турбе называется. Мавзолей, по большому счету, это тоже явление золотоордынского времени.